Здравствуйте, уважаемые участники. Меня зовут Лужикова Ирина Васильевна, и я сегодня выступлю с темой «Воспитание без стресса или эффективное взаимодействие с ребенком». По ходу нашего вебинара вы можете задавать вопросы. Я уже затем по окончании буду отвечать на ваши вопросы. Итак, воспитание без стресса. Думаю, тема актуальна на сегодняшний день, когда дети быстро взрослеют, и нам, родителям, порой от этого бывает несладко. Итак, родители – это лица, обладающие родительскими правами и ответственностью, соответственно. Воспитание детей родителями – это деятельность родителей по уходу за детьми и их воспитанию. Семейное законодательство Российской Федерации устанавливает преимущественное право родителей на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Родители не только вправе, но и обязаны воспитывать своих детей, а также несут ответственность за их воспитание и развитие. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Семейный кодекс. Родители должны обеспечивать своим детям заботу. Это удовлетворение потребностей ребенка в любви, теплоте, безопасности. Руководство – это регулярное со стороны родителей обеспечение детям чувства безопасности, предсказуемости и при этом необходимой гибкости в воспитательных подходах и отношениях. Признание относится к потребности каждого ребенка в том, чтобы его увидели, выслушали, оценили как личность. Развитие способностей, соответственно, и развитие способностей, которые направлены на укрепление осознания ребенком своих возможностей и самостоятельности. Но к чему я все это здесь? К тому, что порой только забота или только руководство или только признание относится к такому всеобъемлющему понятию, как воспитание. Да? То есть, соответственно, воспитание – это все 4 вот эти компонента. Итак, воспитание – это навык, и как любой другой навык, он требует освоения. Марвин Маршалл. Воспитание детей должно приносить радость и родителям, и детям, и делать нашу жизнь более богатой, стоящей и яркой. Ну, откуда же тогда столько разочарований, стрессов, уныния, страха? Пытаясь добиться от ребенка послушания, угрозами, наказаниями, подкупами или другими тактиками, принуждения или манипулирования, родитель чаще всего наталкивается на сопротивление, непринятие ребенка. Как правило, взрослые испытывают желание переложить вину на детей. И если это сравнить с сажаемыми семенами, которые дают нам всходы, то получается, что мы обвиняем в этом само растение. Да? Это как бы такая метафора. Если родители будут рассматривать неправильное поведение ребенка как возможность для обучения, то есть шанс помочь ему в развитии и росте, взрослые поймут, что ошибки помогут стать благодатной почвой для значимого и полезного для каждого из сторон взаимодействия. То есть ошибки – это не есть проблема, это задачи. Итак, позитивность. 3 метода, которые позволят снизить уровень стресса и улучшить взаимодействие с нашими детьми. Это позитивность, выбор и размышление. Позитивность – мышление и общение в позитивной форме. Люди добиваются намного большего, когда себя чувствуют хорошо. Ну, соответственно, неплохо. Да? Мысли влияют на наши чувства. Наши мысли обуславливают наши чувства, наши поступки и нашу способность влиять на других. Сначала появляется мысль, а затем уже чувство. Ну или же внешне мы это считываем с эмоций. К примеру, ваш ребенок не пришел вовремя из школы. Эта мысль порождает ощущение тревоги, страха. По возвращению домой ребенок объясняет причину опоздания, то есть его выбрали дежурным по школе. И эта информация дарит вам чувство облегчения, и вы радуетесь вместе со своим чадом. Но обратите внимание, в обеих случаях сначала в голове была мысль, а эмоции, значит, пришли уже потом. И, соответственно, поведение соответствующее родителя. Да? Чувства также влияют, соответственно, на наше поведение, что я обозначила. Переход от негативного общения к позитивному начинается от наших размышлений, поскольку мышление накладывает прямой отпечаток на поведение, достижение и степень нашего влияния на окружающих. Также наши размышления создают реальность вокруг нас.
Мы реагируем на внешний раздражитель, на то, что слышим, видим, чего касаемся, что различаем на вкус, на запах и, естественно, на нашем жизненном опыте основываясь. Важно понимать, что для нашего мозга нет такого понятия, как безоговорочное восприятие. То, что мы видим, это есть то, о чем мы думали до того, как посмотрели. Позитивное мышление можно развить, просто опираясь на знания о существовании вот этой самой подсознательной системы фильтров. Вешивание ярлыков. Плохая ситуация может быть поистине плохой только потому, что таковой мы ее посчитали. А ведь эту ситуацию можно расценивать как требующую дополнительных усилий. Поведение будет четким отражением той, какой ярлык мы навешиваем на это обстоятельство. Если вы воспринимаете что-то негативно, постепенно оно поворачивается к вам негативной стороной. Мы ее воспринимаем как что-то плохое. Если же вы оцениваете ситуацию как непростую, то и относитесь к самому себе уже не как к жертве и начинаете испытывать прилив дополнительных сил. То есть мне нужно в этой ситуации поработать над собой. Позитивный настрой, он конструктивен. Все, о чем мы думаем и говорим, превращается в нашу привычку. Мысли негативны, мы проявляем склонность к негативному общению с окружающим. Часто мы пытаемся повлиять на своих детей посредством негативного, а не позитивного общения, которое могло бы им захотеть сделать то, что мы от них ожидаем. Вы можете легко сказать, что ваше общение носит повышенную негативную окраску, если оно строится исключительно на обвинениях, на жалобах, на критике, на придирках, на наказаниях или на угрозах. Негатив во взаимоотношениях и общении может иметь долгосрочные последствия. Одно или два грубых слова, которые навсегда могут остаться в подсознании ребенка. Ты бестолковый. Ты ничего хорошего из тебя ждать уже не стоит. Взрослые, обращающие к детям в негативной форме, могут даже и не подозревать о той травме, которую они наносят. Поэтому родители должны осознавать силу своей власти. Позитивное общение, оно поднимает наш дух, оно дает нам опору и вдохновение. Оно помогает понять, что человек способен справиться с любыми трудностями. Она вселяет надежду и ощущение того, что тебя ценят, поддерживают и уважают. Общение в позитивном ключе побуждает энтузиазм, талантливость, чувство гордости, собственной значимости, ответственности. Позитивное общение не провоцирует в человеке стремление защищаться, и поэтому позволяет более эффективно влиять на окружающих и побуждать в них желание измениться. Если вы хотите заставить окружающих, а именно детей, делать то, что нужно вам, необходимо осознанно переходить на общение исключительно в позитивном ключе. Ищите позитив даже в негативных ситуациях. Позитивность – это не только наличие каких-то позитивных взглядов на жизнь, да, обстоятельства, действия. Она подразумевает под собой умение сохранять положительный настрой даже в самых негативных ситуациях. Приучать ребенка к дисциплине при помощи позитивного подхода совсем несложно. И со временем это даже становится проще, поскольку ваше мышление, оно полностью перестраивается на иной лад, а именно на позитивный. Как же тренировать это в себе? Вот в чем вопрос, да, который наверняка уже взрослые задали. Первый шаг – перемена вашего образа мышления. Ваше восприятие напрямую влияет на вашу реакцию. Если вам кажется, что ребенок нарочно создает вам проблемы, ваша негативная реакция будет естественной. С другой стороны, если вы считаете, что ребенок пытается справиться с чувством какой-то неудовлетворенности или проблемой, то ваш подход будет исходить из стремления ему помочь. Второй шаг. Избегайте негатива в речи. Начиная свою речь из слов «к сожалению», вы настраиваете подсознание на то, что дальше должно следовать что-то очень плохое. То же самое и с союзом «но». Замена союза «но» на союз «и» снимает некоторую негативную окраску. Ну, например, да, ты можешь пойти вместе со своими друзьями, но ты должен вернуться к 9. И другая. Конечно, ты можешь пойти со своими друзьями погулять и должен вернуться домой в 9. Да, как и договаривались. То есть совсем иное восприятие. Речь помогает сформировать мысли ребенка. Слово «нет» несет в себе негативную нагрузку и подразумевает, что человек делает что-то неправильно. Оно практически всегда приводит к сопротивлению.
В слове «нет» не заложено гибкости и компромисса. Интересно, но когда вы говорите детям не делать что-либо, они принимаются за это дело, наоборот, с удвоенной силой. Родителям вовсе не обязательно всегда говорить детям «нет». Ну, естественно, исключением будут являться только ситуации, когда поведение детей ставится под угрозу, да, здоровья, безопасности их самих, других людей. Вместо слова «нет» родители могут употреблять частицу «не», которая не несет в себе такого негативного подтекста, да, скрытого в слове «нет», а значит и приводит к меньшему сопротивлению. Ну, например, «нет, у тебя еще не сделано домашнее задание», когда ребенок просится, например, да, погулять на прогулку. И с частицей «не». Выйти погулять ты не можешь. Сначала сделанные уроки. То есть, да, здесь несколько вот этот негативный подтекст послабже. Каждый раз, собираясь сказать «нет», спросите себя, что не так в поведении ребенка. И затем замените слово «нет» на частицу «не». И добавьте фразу, которая описывала бы форму поведения, которую вы хотите увидеть, а не наоборот. Это дает ребенку представление о рамках дозволенного. Детям намного легче воспринимать информацию о том, как и что они должны делать, нежели о том, где они допускают ошибки. Более того, когда вы доносите до детей информацию в уважительной форме, они с большей охотой соглашаются, ну и не вступают в противоборство, конфронтацию. Ребенок, который, к примеру, кидает мяч в дверь гаража, можно сказать: пожалуйста, не кидай мяч в дверь, лучше в стенку. Это как пример. Вы можете также подтолкнуть ребенка к принятию нужного вам решения, задав ему рефлексивный вопрос. То есть вопрос, направленный на самого себя. Да? Ты можешь сделать более правильный выбор? Ну, то есть это опять-таки к примеру, который выше был сделан. Подобная форма общения заставляет ребенка задуматься, какое место могло бы стать наиболее подходящим для игры в мяч. То есть уже ребенок включается полностью. Маленькие дети легко воспринимают позитивные слова и советы, и они не вызывают в них духа противоречия. Когда вы начинаете обращаться с ребенком с точки зрения того, что вы от него хотите, а не того, что вам не нужно, вы получаете нужное поведение. К примеру, ботинки придуманы для того, чтобы в них ходить, а не чтобы ими бросаться. Карандаши сделаны для того, чтобы рисовать, а не ломать их. С помощью такой информации вы обучаете своего ребенка, не прибегая при этом к негативу или демонстрации власти, контроля с вашей стороны, то есть желание исправиться. Вместо демонстрации власти вы учите ребенка быть ответственным, то есть с ответственностью относиться. Следующее. Рисуйте позитивные картины. Практика позитивности требует создания позитивных ментальных образов. Как это работает? Ну, вот попытайтесь представить себе вот эту частицу «не». Ну, невозможно, да? Вот не могут также и дети. Когда ребенок говорит не вбегай в дом», его сознание рисует картину, как же он туда влетает. А если мы скажем «мы идем спокойно», да, или «мы спокойно входим в дом», и именно это представляет себе ребенок. Позитивная информация, она позволяет ребенку наиболее адекватно реагировать на ваши просьбы. В ответ на позитивную информацию ребенок будет стараться следовать вашим рекомендациям. Тебе доставит не меньше удовольствия, если ты будешь отстукивать ритм вилкой по своей коленке, а не по столу. Да? Ну, то есть здесь нет такого негатива, как если бы мы начали с какой-то критики. Опирайтесь на взаимосвязанности, а не на последствия. Что это такое? Установленные последствия работают только тогда, когда человек ценит имеющиеся взаимоотношения и находит ценность в том, о чем его просят. Иначе люди воспринимают установленные последствия исключительно негативно на основании взаимосвязи. То есть, сделай это, а то ребенок боится столкнуться с болью и дискомфортом, если он, например, не справится с заданием. И это происходит в таких случаях, когда взрослый, например, говорит: если ты будешь продолжать это делать, то же самое случится и с тобой. А если вы говорите: если ты это делаешь, значит, ты берешь на себя ответственность за последствия. Да, то есть такая взаимосвязь. Тем самым вы даете ему псевдопредставление о стоящем перед ним выборе, и у ребенка возникает ощущение, будто он сам себя наказал тем самым. Да?
Негативно расценивается и фраза типа «не закончишь работу, никуда не пойдешь». Ну, данный подход снимает всяческую ответственность с ребенка, на ком она должна лежать изначально, и перекладывается на плечи, получается, родителя. Необходимо поменять, значит, фразу «закончи работу, которую ты начал, и после можешь идти погулять». Наш мозг оперирует образами, нежели словами. Успех, он всегда зависит от образов, которые вы рисуете как для себя, так и для других. Ну, соответственно, для ребенка в данном случае. Не бросай игрушки. Или же игрушки любят лежать в коробке. То есть мы даем инструкцию уже к действию. Эффективным подходом является использование взаимосвязанностей, представляющих более позитивную картину и наделяющих ребенка большими полномочиями. Взаимосвязанность отражается во фразах «да, ты это можешь сделать, если сначала выполнишь то, 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 то». Взаимосвязанности действуют весьма эффективно, поскольку в них скрыто обещание чего-то позитивного, а не угроза, да, которая вот характерна обычно для последствий, когда мы говорим «если там то-то, то-то, то, тогда» и так далее. Допустим, ваша дочь захотела сходить в гости к подруге, а вам нужно, чтобы она сначала сделала свою домашнюю работу. Когда она спрашивает разрешения, ответьте ей, опираясь именно на взаимосвязанность. Конечно, как только закончишь домашнюю работу. Или еще лучше, как будешь довольна тем, как ты выполнила свою работу. Ну, то есть, опять-таки, мы вот эту ответственность мы ребенку предлагаем. В этой фразе работают два сразу компонента. Во-первых, вы четко возлагаете ответственность, да, и второе, вы даете ей почувствовать степень вашего доверия, то есть веры в самого ребенка. Взаимосвязанность можно использовать при общении с детьми вообще любого возраста, чтобы воспитать и ответственность, и подтолкнуть к взаимодействию с вами. К примеру, пока ты не уберешь свои игрушки, мы не пойдем в парк. Она позволяет добиться меньшего успеха в сравнении с утверждением. Как только все твои игрушки будут убраны, мы сразу отправимся в парк. Установленные последствия не изменяют желание человека вести себя тем или иным образом, а значит и не способствуют повышению уровня ответственности или самодисциплины. Старинная мудрость гласит, человек, убежденный против своей воли, всегда остается при своем мнении. Всякий раз, пугая ребенка последствиями, мы закладываем в нем убежденность о недоверии к нему и о скромных от него ожиданиях. Как и любая форма принуждения, установленные последствия, они порождают сопротивление, они провоцируют стресс и у ребенка, и у родителя. Объясните ребенку процесс действий. Не ошибаются, думая, что ребенок уже знает, что и как делать необходимо правильно, до того, как родители объяснят, научат, покажут на практике, а иногда и заставят его делать что-либо. Вся наша жизнь выстраивается вокруг определенных процессов, как для родителей, так и для малышей, еще плохо контролирующих свои реакции, ведущих в произвольной и спонтанной форме. Привычка опирается на определенные процессы поведения, огромную помощь. Всякий раз, когда ребенок будет делать что-то, что мешает, или наоборот, не делать чего, что вы от него ожидаете, спросите, а знает ли он, что представляет из собой правильный процесс того или иного действия. По сути, вы изначально должны задать себе именно этот вопрос каждый раз, когда поведение ребенка начинает вас беспокоить. То есть, если что-то ребенок делает не так, или какие-то испытывает трудности, или что-то, что вас беспокоит, мы задаем ему этот вопрос. Знает ли он вообще этот процесс? Знакома ли ему эта деятельность? Знает ли он, как поступить сейчас? Так, вместо того, чтобы постоянно брать на себя ответственность, то есть родителю, напоминать ребенку о необходимых вещах, можно просто принять за правило это составление списка. Когда мы каждый раз, к примеру, младшего школьника, родитель каждый вечер или каждое утро, да, то есть постоянные вот эти вопросы, положил ли форму, взял ли учебники, все ли убрал на свое место, взял ли сменку, лучше составить список, который будет висеть в разных местах и который есть еще и у ребенка. Данный подход заставляет именно ребенка, а не родителя, осознанно проверять данный список. Так, не переключилась. Подходите к делу творчески. И тут очень уместен творческий подход. Так, сейчас немножко назад. Творческий подход. Ну, так, не хочет техника сегодня слушаться.
примеру, такой пример житейский, который действительно был. То есть члены семьи часто не убирают посуду за собой после еды. Мама подошла к этой задаче творчески. Она придумала следующее. Если на столе остается грязная посуда, то правонарушитель будет делать нехороший массаж спины. Такое заявление не только помогло избежать негативной обстановки, но и подарило ей несколько сеансов массажа спины. То есть к еще большей радости члены семьи стали постепенно оставлять все меньше и меньше посуды после еды, а вскоре вовсе избавились от этой привычки, а сеансы массажа не прекратились, так как это, естественно, что это у нас взаимодействие. Ну вот такой творческий подход, почему бы и нет. То есть порой мы пытаемся детей чему-то приучить, а всего лишь необходимо проявить собственную творческость. Избегайте критики, опирайтесь на ответную реакцию. Критикуйте, и все, что вы получите в ответ, это только сопротивление и негатив. И это особенно верно, когда вы критикуете что-то, что по ощущениям ребенка находится уже под его контролем. Одобрение и поддержка здесь уже будут более эффективны в этой ситуации. Критика, она всегда воспринимается вот так. Того, что ты делаешь, этого недостаточно. То есть ребенок вот это слышит в голове у него. Замечания подобного рода всегда провоцируют негативные эмоции, сопротивление, нежелание подчиняться. И вместо этого ребенка следует вдохновлять на что-то большее, передавая ему степень своих высоких ожиданий. К примеру, если ваш ребенок очень медленно собирается по утрам, попробуйте сказать следующее. Вчера у тебя ушло 10 минут на то, чтобы собраться и выйти, например, к завтраку, да, или выйти, например, в коридор уже одетым. Я уверена, что ты можешь улучшить этот результат. А ну-ка, сможешь ли ты сегодня уложиться в 8 минут? То есть опять преодоление препятствий, оно человеку доставляет удовольствие, особенно ребенку, да, элемент соревновательности. Угу. Так. Перелистнем. Угу. Критика и упреки заставляют человека почувствовать себя еще хуже. И, как правило, негативные подходы не только не дают дополнительного стимула, на который мы рассчитываем, но и разрушают наше позитивное восприятие человеком самого себя. После встречи с учителями, тоже как пример, ребенок спросил маму, почему они не говорили ничего о моих успехах по математике, которая у меня очень хорошо получается, а всегда говорят о том, о чем я испытываю затруднения. Почему они пытаются исправить что-то, что не так со мной? Мама сказала сыну своему, они пытаются тебе помочь. Нет, они не пытаются, они пытаются просто меня исправлять, ответил, естественно, ребенок. Критика редко воспринимается как ответная реакция, а ведь именно ответная реакция, она играет существенную роль в становлении и взрослении ребенка. Дружеский совет, прямая обязанность родителя, и она действует более эффективно, чем любая критика. То есть понимание негативной природы критики и позитивного эффекта развития способностей ребенка – это отличительная черта разумного воспитания. То есть нужно все-таки начинать всегда с плюсов. Проводите грань между поведением и личностью. Умение проводить границу между личностью и поведением, оно позволяет избежать критики и навешивания ярлыков. Если ребенок не проявил ответственности, признайте именно этот факт, но не называйте его безответственным, да, лентяем. Дайте определение стилю поведения, но ни в коем случае не личности. Вопрос. Тебе кажется твой поступок ответственным? Вот это данный вопрос, он позволит добиться более заметных результатов, нежели утверждение. Ты совершенно безответственный. Да? Опять-таки рефлексивный такой вопрос. Отдавайте предпочтение признанию, а не похвале. Похвала, она имеет оценочный характер и подразумевает родительское одобрение. Напротив, признание, оно просто отражает факт. Похвала направлена на позитивное одобрение, но заставляет вас почувствовать определенную степень своей неполноценности, полностью исключаемой при получении признания. К примеру, похвала сегодня основывается на суждении человека, который вас хвалит. Как правило, взрослый хвалит ребенка, поскольку хочет одобрить ту или иную форму поведения. Однако ребенку гораздо будет важнее испытать чувство самоудовлетворения без этого родительского одобрения. Сейчас немножко расшифруем, что это такое.
Примеры похвалы и признания. К примеру, я так довольна тем, как ты относишься к своему брату. И это похвала. Ты относишься к своему брату с искренней заботой. Это признание факта. Мне понравилось, как ты это сделал. Это похвала. Как тебе это удалось? Признание с одновременной поддержкой. Мне приятно, что ты помыл тарелки. Это похвала. Спасибо, что ты помыл тарелки. Признание. Фразы, которые начинаются со слов «мне нравится», «я так тобой горжусь», они подталкивают ребенка к поведению, которое направлено на то, чтобы доставить удовольствие взрослому. Однако они не развивают в нем чувство самоудовлетворения, которое вот именно рождается благодаря признанию. Похвала, она приводит к зависимости от того, чтобы его погладили по голове, что сказали он, да, ты самый хороший, а признание, оно придает ребенку силы. Похвалу от признания отличают три отличительные черты. Похвала всегда начинается с личного упоминания, то есть я горжусь, мне нравится, я заметил. Она всегда в себе носит покровительственный тон, да, то есть от имени «я» это идет. И зачастую похоже на простое замечание, типа «это хорошо». Вместо того, чтобы осыпать ребенка похвалами, начинайте обращать внимание на вещи, которые ребенок выполняет с легкостью. Данный подход позволит вам развить в нем упорство и достичь наибольших успехов. В случае с более взрослыми детьми похвала может даже и унизить ребенка. То есть ребенок будет чувствовать, что его не признают. То есть вот всю его деятельность, которую он сейчас вам предложил. Подобный стиль поведения укореняет в ребенке понимание того, что оценка правильности или неправильности его поступков всегда будет зависеть от других. И это значит, что ребенок начинает ощущать себя непринятым, не стоящим, как только его поведение перестает соответствовать ожиданию взрослого. Причина, по которой похвала все-таки может сработать в пользу родителя в краткосрочной перспективе, заключается, например, в том, что маленьким детям необходимо заручаться, да, нашей поддержкой, потому что до определенного возраста, именно, например, до 4 лет, авторитет родителей, он ребенку просто необходим, да, авторитет матери в данном случае. Но родители должны все-таки ответственно подходить к вопросу чрезмерного использования вот этой зависимости ради собственного удовлетворения. Признание же помогает человеку расти, оно укрепляет его уверенность в себе, в собственных знаниях и приносит гораздо больше пользы, чем любая похвала, не отражающих никакого прогресса или же самооценки. Нет ничего плохого и противоестественного в искреннем выражении энтузиазма, то есть или же похвалы все-таки, да? Но мы должны понимать, позволяют ли наши высказывания развивать в ребенке вот это чувство контроля над ситуацией, самоудовлетворения, или просто они приводят к тому, что ребенок начинает постоянно искать нашего одобрения. Помогают ли наши комментарии ребенку относиться с большим энтузиазмом к выполнению задания, или оно просто превращается в нечто, чтобы кто-то его заметил и сказал, да, ты хороший, погладил по голове. Первоочередная задача похвалы – улучшить отношение людей к самим себе. А в случае с маленькими детьми это повысить их самооценку, в которой, возможно, они сейчас нуждаются. Маленькие дети хотят доставлять детям удовольствие своим поведением, и поэтому они вот этого одобрения ждут. Привитие ребенку чувства ответственности, а не послушания, ориентированного на то, чтобы доставить удовольствие взрослому, раскрывает гораздо больше возможностей и для детей, и для родителей. Так Ральф Эмерсон еще отметил, награда за хорошо сделанную вещь – это сама вещь. Делайте ставку на успех, то есть делая акцент на интересах, сильных сторонах и успехе, вы запускаете в действие механизм мотивации. Акцентируя внимание именно на сильных сторонах, мы укрепляем в человеке желание работать над своими слабостями. Родитель несет ответственность за что? Чтобы раскрыть в ребенке способности, интересы, таланты, да, и признавать, естественно, их. Ты очень хорошо рисуешь. Я вижу это по деталям твоих набросков. Ну, это вот как пример. Ищите золото. Фраза. Я знаю, что ты можешь это сделать, ведь я уже не раз убеждалась в твоих талантах. Оно помогает людям поверить в свои способности, а тем более детям. Когда ребенок не смог добиться успеха, вы можете спросить его, какой ты урок можешь вынести из этой ситуации? Потому что любую ситуацию, неважно, да, она была с результатом минус или с результатом плюс, мы все-таки показываем ребенку в положительном ключе. И вот
вот этот вопрос, рефлексивный, кстати, вопрос, какой ты урок можешь вынести из этой ситуации, он в будущем ребенку поможет все-таки ориентироваться на то, что любая ситуация, она имеет свой результат. Помогите ребенку стать той самой обезьянкой, которая ест не только полезную часть банана, которая ест полезную часть банана и выбрасывает ненужную шкурку, научив его позитивно воспринимать каждую жизненную ситуацию, поскольку любая может стать полезным опытом. Сосредоточьтесь на постоянном совершенствовании. Успех, он не всегда равнозначен победе и зачастую сопряжен с познанием, ростом и совершенствованием. Личный прогресс мы должны измерять степенью изменений внутри нас, а не в сравнении с другими. Да? То есть ни в коем случае мы ребенка не сравниваем с успехами других людей. Мы сравниваем только с успехами теми, которые ребенок сам добился. Принимая за что-то новое и наталкиваясь на критику и поправки, не испытав еще чувства успеха или прогресса, дети чувствуют разочарование и теряют интерес. То есть если даже ребенок начал какую-то деятельность, и при этом мы каждый раз его критикуем или же и не подбадриваем, не говорим о том, что да, у тебя вот это сейчас хорошо получается, давай дальше. И, то есть ребенок начинает разочаровываться в том, что вообще этой деятельностью стоит ли ему заниматься. Желая поправить или покритиковать, мы должны отдавать отчет в том, на каком этапе познания он находится. Возможно, ребенок только-только на начале пути, а мы уже предъявляем к нему такую оценку, что якобы он уже на конечном этапе находится, например, познания той или иной деятельности. Точность и безошибочность, они должны прийти только вслед за ощущением прогресса и успеха. Ну, имеется в виду, что ребенок имеет право, да, и ошибаться, и не с такой точностью подходить к той или иной деятельности. Периодически отмечайте и признавайте успехи, которых добивается ваш ребенок. Не забывайте о том, что успех, он взращивает уверенность в себе и приводит к дальнейшему успеху уже в жизни. Избегайте перфекционизма. Основная проблема, с которой сталкиваются дети, это стремление к совершенству, которое мешает им развитию их и приводит к весьма серьезным последствиям. К тому же перфекционизм подталкивает многих молодых людей к мысли о том, что окружающие будут любить и принимать их только если они добьются совершенства. Дети в этом случае просто сдаются и опускают руки. Человек не может одновременно учиться и быть совершенным. Научите ребенка сначала запастись необходимыми знаниями, а уж затем стремиться к совершенствованию, а не к совершенству. То есть в течение жизни мы совершенствуемся, да, потому что совершенства как такового его в принципе нет. Каждый человек совершенен на определенном этапе каком-то, да, то есть он опять-таки совершенствует себя на протяжении всей жизни. Поэтому в нашем разговоре, в нашем взаимодействии с ребенком должно быть именно слово «совершенствование», а не «совершенство». Сделайте позитивность своей привычкой. Прислушайтесь к себе. Задумайтесь, а сколько раз вы говорите о чем-то в негативной форме, хотя это можно выразить позитивно. Сначала мы формируем свои привычки, а затем наши привычки уже начинают формировать нас. Это совершенно верно в отношении позитивности. Надежде и позитивизму, и оптимизму можно научиться. Следующая составляющая эффективного взаимодействия с ребенком – это выбор. 3 простых слова, которые помогут вам добиться наибольших успехов в воспитании. Выбор придает силы. Сила выбора. Возьмем непослушных подростков. Основным фактором, определяющим жизнь в этот период и приносящим немало сложностей и ребенку, и родителю, является столкновение сил. Это мы говорим кризис 3 лет, кризис подросткового возраста. Подросток становится настолько физически сильным и умственно независимым, что любые попытки установления контроля едва ли осуществимы, то есть сразу в штыки. Бунт подростка направлен именно против использования родителями власти, которая позволяет им его контролировать. Если бы родители с малых лет делали акцент на расширении зоны ответственности ребенка, а не на ее подавлении, они гораздо реже бы сталкивались бы его с сопротивлением. Выбор как средство повышения эффективности. Изменения – это результат решения. Но решения могут приниматься только при наличии возможности что-либо выбирать. Чем чаще мы предоставляем ребенку право выбора, тем эффективнее будет процесс воспитания. Предоставляя ребенку определенную степень власти, вы открываете двери для сотрудничества. И это потому, что люди никогда не оспаривают принятые им решения. К примеру, отказ от еды – довольно распространенная практика. Это пример ситуации, когда ребенок может контролировать родителя, да, опять-таки,
и просто наблюдает за его реакцией. Попытки заставить ребенка есть силой нередко приводят к еще большему сопротивлению. Необходимо задать им элементарный вопрос. Что ты будешь есть сначала, морковь или огурец? Да, то есть выбор. Детям нередко приходится делать выбор. Ничего не делание может стать достаточно сильным выбором, и мы определяем уже это как неповиновение. Наиболее эффективным способом борьбы с неповиновением является предоставление определенной возможности выбора, который ребенок должен сделать в ситуации, требующей подчинения авторитету родителя. То есть даже в неповиновении мы все равно предлагаем выбор, и ребенок это делает. А раз он это сделал, это его решение, то, соответственно, он поступит именно таким образом. Выбор как средство улучшения взаимоотношений. Во взаимоотношениях не проиграть бывает намного важнее, чем выиграть. Убежденность в отсутствии выбора приводит к сопротивлению, поскольку порождает у человека ощущение того, что его загнали в ловушку. Не видя возможности выбирать, ребенок начинает проявлять сопротивление, которое переходит уже в негодование. Напротив, наличие возможности сделать какой-либо выбор сохраняет и укрепляет чувство собственного достоинства. Выбор в пользу прошлого неизменно перерастет в критику, обвинения, жалобы, угрозы и наказания и приведет к стрессу и появлению негативных эмоций у каждого из сторон. И напротив, вы сможете помочь ребенку стать более ответственным в будущем, сделав выбор в пользу общения в ином ключе. К примеру, итак, давай обсудим, чем ты научился в этот раз, чему ты научился в этот раз и как исправить эту ситуацию в дальнейшем. Если вы будете вести себя так, из критикана или тирана, вы сразу превращаетесь в наставника. То есть мы не критикуем, да, мы никак ребенка не терроризируем, да, то есть мы не тираним его, а мы стоим рядом и предлагаем ему. Да. Роль выбора в повышении уровня ответственности. Человек, который делает выбор, он получает контроль над ситуацией, а контроль представляет собой принятие на себя определенной ответственности. Возможность выбора, она развивает в человеке навык принятия ответственных решений. Ограниченный выбор против неограниченного. Выбор, представляемый ребенку, может быть как ограниченным, так и нет. Примером ограниченного выбора будет такая фраза. Что ты хочешь на завтрак? Я яйцо или хлопья? Да? А вопрос, а что бы ты хотел съесть на завтрак, опять-таки, вот это выбор уже неограниченный, да, и уже он будет более уместным, естественно, по мере взросления. Маленькому ребенку мы будем ограниченный выбор давать, а ребенку постарше уже неограниченный выбор. Стратегия ограниченного выбора хорошо работает, когда приемлемым для вас является лишь определенное количество вариантов. И это помогает снизить уровень стресса и избежать конфликтов. Когда вы сами готовы согласиться лишь с определенным набором вещей, предложение неограниченного выбора может привести к разногласиям, злости и негодованию, если ребенок будет продолжать предлагать какие-либо варианты, которые вы не учли, к примеру. Да? И с другой стороны, расширение границ выбора приводит к укреплению взаимодействия. Когда мы говорим ребенку, ну, выбор за тобой, или делай, как считаешь нужным. Это уже неограниченный выбор. Пример, если у ребенка есть 2 обязанности по дому, с которыми он не справляется, тогда предложите ему еще 3 других варианта, чтобы в общей сложности получилось 5. Теперь ребенок должен будет выбрать 2 уже из 5. Расширение спектра – это, в принципе, позитивная практика. Она сохраняет родительское спокойствие и дает более лучший результат, чем нежели угрозы отмены каких-то привилегий. Да? Там отниму у тебя то-то, не пойдешь туда-то и так далее. Магическая сила тройки. Вообще правильное количество выбора – это число 3. 3 варианта особенно эффективно работают в случае с детьми, чье поведение характеризуется как пассивно-агрессивное, оппозиционно вызывающее. Подобный тип детей пытается манипулировать окружающими, да, проявляя при этом сопротивление. И это своего рода способ держать ситуацию под контролем. Предлагая такому ребенку 3 варианта на выбор, вы передаете в его руки еще больше контроля и снижаете эту степень сопротивления. Ты не мог бы убраться в своей комнате до ужина, после ужина или, к примеру, завтра утром, перед тем, как ты начнешь играть? Спектр выбора вовсе не должен ограничиваться предложениями со стороны взрослых. Мы можем также предложить ему следующую идею. Ты не мог бы убраться в своей комнате до ужина, после ужина? Ну, или, может, у тебя есть свой вариант? То есть это, опять-таки, выбор уже не ограниченный. Способность выбирать реакции.
То есть человек, как считал Франкл, всегда волен выбирать, как относиться к происходящему. Осознание того, что ты можешь выбирать свое отношение, оно влечет за собой череду взаимосвязанных выборов. Ну, к примеру, объяснение детям, что они могут выбрать свою реакцию, что они вовсе не должны становиться жертвами. Одна из важнейших форм мышления, которую мы можем им привить. Данный подход называется мышлением выбранной реакции. Дети вырастают более ответственными, когда понимают, что независимо от любой ситуации, внешнего раздражителя, внутреннего импульса или желания, они могут выбрать собственную реакцию по отношению к той или иной ситуации. И ответственность, она и представляет собой слово «ответ», да, то есть способность человека выбирать ответную реакцию на любые обстоятельства. А этому мы должны детей все-таки учить. Да? То есть если ситуация, да, реакция злости, то человек волен все-таки предлагать и иную ситуацию, иную реакцию в данном случае. Выбор реакции на ситуацию. Ну вот как раз-таки в какие-то моменты или регулярно мы оказываемся в ситуациях, которые от нас вовсе не зависят. Будь то семья, погода, природное явление, неудобства, неприятные дела, нерадостные взаимоотношения. И мы сталкиваемся с вещами, которые вовсе не в силах изменить. Но выбрать реакцию на эту ситуацию по силам. То, как мы реагируем на трудности, во многом определяет наше восприятие себя самих. Хочешь гордиться собой? Тогда совершай поступки, которыми ты можешь гордиться. Ну и это мы и предлагаем и детям. Выбор в пользу позитивной реакции на любую ситуацию, оно улучшает чувства, которые мы испытываем по отношению к самим себе уже позже. Да? Выбор реакции на внешние раздражители. Наиболее распространенный рефлекс. Дерись, беги, замри. Этот рефлекс, он позволяет выжить. Большинство проблем, с которыми сталкивается современное человечество, не требует от нас мгновенных каких-то рефлекторных поступков. И все же основная задача родителей – помочь детям развить навыки рефлексивного принятия решений. То есть поведение, при котором выбор будет совершаться осмысленно. То есть сначала мы начинаем, да, обдуманно к нашей реакции подходить. Выбор реакции на внутренний импульс или желание. Когда мы злимся, мы так или иначе проходим точку осознания нашей эмоции до того, как она берет над нами верх и оказываемся ее заложником. Как нормальные, здоровые люди, мы можем в любой момент выбрать собственную реакцию, и она последует. Но как, когда и где, это уже решаем мы сами. Важной задачей перед родителями развить в ребенке именно мышление вот этой выбранной реакции, то есть понимание того, что он может и способен контролировать этот выбор. Вы можете легко добиться этого, просто научив ребенка определенной схеме поведения. Потренируйте ребенка произносить фразу «я выбираю», и всякий раз, когда он совершает какое-то действие, он это произносит, да? Это своего рода и немножко такое расстояние, да, до определенного действия, когда ребенок может вот это высказать, и уже немножко внутреннее чувство меняется, и эмоциональная составляющая, да, уже иная становится. И, естественно, и реакция уже может быть другой. Вот это слово единственное, да, то есть я выбираю, и что уже выбираю. Развитие в детях мышления выбранной реакции может подарить им чувство освобождения, особенно когда речь идет о тех, кто ощущает себя именно жертвой обстоятельств, да? То есть тех, кто не берет на себя ответственности, а все на внешние обстоятельства. Ловушка для жертвы. Человек, застрявший в ловушке жертвенности, не воспринимает себя хозяином своей жизни и зачастую полагает, что мир к нему несправедлив. Все его внимание сконцентрировано именно на событиях, а не на собственном натуре. Мышление жертвы не только делает нас несчастными, но и тормозит процесс повышения ответственности. «Он заставил меня это сделать», – говорит ребенок. «Я не мог себя контролировать». Или «у меня не было выбора». И вот все эти слова являются как раз-таки индикаторами мышления жертвы. Осознание того, что все это пример непринятия собственной ответственности, отказа от контроля, помогает помочь ребенку взять на себя больше ответственности в следующий раз. Фразы «меня подтолкнуло», это прекрасный стимул. Они могут стать именно достойной заменой вот таким бессильным выражением, что меня заставили, меня вынудили. То есть поворачиваем вектор ответственности на себя. Так и ребенка тоже учим этому. Выбор как средство разрешения конфликтов. Реакция человека на конфликт переводит его в конструктивное или же в деструктивное русло. Конфликты, они создают немало трудностей, но в то же время дарят нам возможность для личностного развития. В случае возникновения конфликтов
два варианта действий. Продолжить или же решить проблему. То есть продолжить конфликт или все-таки решить эту проблему. Умение разрешать конфликты конструктивно основано на выборах, которые изначально делаем мы, а не другие. Чтобы изменить другого, надо начать изменяться, естественно, с себя. Показывая пример своему ребенку, решать проблему. Мы предлагаем пример осознанного подхода к той или иной конфликтной ситуации. Итак, как пример, упражнение «Круги решения». Это элементарная техника разрешения конфликтов между двумя людьми без привлечения посредников. Детям предлагается: нарисуйте два пересекающиеся между собой круга. Левый круг – это человек первый, человек А. Правый – человек Б, второй. Область пересечения этих двух кругов и отражает требующий разрешения конфликт-сегмент. Человек А описывает, что он сам будет делать в этой ситуации. И, соответственно, второй, в свою очередь, меры, которые он может предпринять со своей стороны для снятия конфликта. Концентрация внимания на собственном поведении, когда человек не видит в том, что должен сделать другой, или же как должна развернуться ситуация, а именно, что от него потребуется, позволяет разрешить даже самые сложные конфликты. Причина в том, что каждый начинает размышлять и принимать на себя ту самую ответственность и брать на себя контроль. Эффективным и беспроигрышным вариантом круги решения делают две основные составляющие. Это концентрация внимания исключительно на будущем и понимание факта, что мы можем изменить только себя. Да? То есть ни в коем случае мы не идем от прошлого. То есть только на будущее и что мы можем сами в этой ситуации предложить. Можно как с маленькими, так и с большими детками данную технику использовать. Ну и третья составляющая эффективного взаимодействия – это размышление. Постановка рефлексивных вопросов – это навык, которому может научиться каждый. И этому мы учим также и детей. Рефлексия – это умение человека осознавать то, что он делает, аргументировать и обосновывать свою деятельность. Да? Контрволя представляет собой процесс естественного сопротивления человека контролю над самим собой, над ним. Искусство влияния заключается в том, чтобы заставить людей повлиять на самих себя. То есть мы, как родители, неосознанно, да, якобы в кавычках, заставляем ребенку повлиять на самого себя. Влияние и размышление. Суть размышления в том, что человек начинает сам себя оценивать, да, то есть это его самооценка. Подталкивание к размышлению – наиболее действенный подход к оказанию влияния на другого человека с тем, чтобы он принял то или иное решение. Здесь задействованы два ключевых факта. Во-первых, ребенок признает необходимость перемены, и второе, принимаемое решение исходит именно от ребенка, что является важным компонентом изменения. Рефлексивные вопросы позволяют родителям тоньше воспринимать мироощущения ребенка, ну и значит понимать самого себя. Вопросы рефлексивные, они позволяют родителям тоньше воспринимать мироощущения ребенка, а значит и понимать его самого. Эффективными можно считать вопросы, которые подводят человека к обдуманному ответу и соответствуют ситуации или же направлены на ее прояснение. Во-первых, они сконцентрированы на настоящем и будущем, не на прошлом. Они чаще всего начинаются со слов «что» или «как». И, как правило, они представляют собой открытые вопросы, которые требуют больше, чем однозначные ответы на «да» или «нет». Или же ответы «да», «да», «нет». Вопрос «почему» – один из наиболее часто задаваемых вопросов, и он является неэффективным. В нем не только содержатся обвинительные нотки, да, но он блокирует общение из-за вызываемых негативных чувств. Почему ты это делаешь? Да? Или же, а что тут произошло? То есть совершенно иное восприятие. Ну, вот как раз-таки перечень эффективных вопросов. Что бы сделала экстраординарная личность в такой ситуации? Да? То есть это те вопросы, которые мы можем предложить ребенку. Какая реакция будет наиболее правильной в этих обстоятельствах? Что тебе мешает остановиться и начать себя вести ответственно? Что можно сделать, чтобы подавить в будущем внутренние импульсы, определяющие поведение данное? Что подсказывает тебе твое тело? Что ты можешь сделать, чтобы получить желаемый результат? Что ты можешь сделать, чтобы стать выше этого? Некоторые люди предпочитают, а что ты думаешь по этому поводу? Как можно исправить случившееся? Как ты можешь сделать это так, чтобы не мешать своей сестре? Какой выбор ты можешь сделать, чтобы все остальные
остались довольны. Как бы ты описал то, чего ты хочешь добиться в конечном итоге? Нет ничего страшного в ошибке. Как ты можешь ее исправить? Когда ты так поступаешь, какие взаимоотношения ты выстраиваешь? По шкале от 1 до 10 тебе нужно сделать, что тебе нужно сделать, чтобы достичь 10 баллов? Научился ли ты чему-то такому, что можно применить в других областях? Ну и дополнительные вопросы, как когда особые случаи. К примеру, 4 вопроса для изменения поведения. Чего ты хочешь? Какое поведение ты выбираешь, чтобы получить желаемый результат? Если твой выбор не приносит тебе того, что ты хочешь, какой твой план действий? Какая схема поведения поможет тебе осуществить твой план? Ну, естественно, если для ребенка более младшего возраста, мы немножко их, да, видоизменяем эти вопросы, но суть та же. Для прекращения нытья, ну, вот ребенок ноет бесконечно, да, сколько времени, на твой взгляд, ты еще должен вот это повторять? Или то, что ты делаешь, помогает тебе достичь желаемого? Какой опыт ты можешь вынести из этой ситуации, да? Ну, то есть вопрос, естественно, для ребенка, если это 4-5 лет, мы немножко приближены к этому возрасту, но по сути именно эти задаем. Для выполнения задания. То, что ты делаешь, помогает тебе справиться с выполнением твоего задания. Если ты хочешь, чтобы задание было поскорее выполнено, какие шаги нужно предпринять для начала? Что бы тебе хотелось сделать такого, что ты смог бы применить при выполнении задания? Для повышения чувства долга и сознательности. Если бы у тебя была полная свобода действий, ты бы все равно исполнил свой долг. Что бы ты сделал, чтобы добиться этого? Для повышения качества. Что ты думаешь по этому поводу? Что бы ты мог сделать, чтобы добиться еще большего прогресса? Какие ограничения мы могли бы устранить, чтобы позволить тебе добиться более значимых результатов? Или же для начала разговора. Что сегодня доставило тебе наибольшее удовольствие? Что сегодня доставило тебе наибольшее беспокойство? А как ты с этим справился? Что для тебя было сегодня наиболее трудным? А как ты его преодолел? А если такое повторится снова, что ты будешь делать? Да, то есть вот это как раз-таки ребенок, когда, да, со школы возвращается, вот как раз-таки перечень вопросов рефлексивных для размышления. Родителю стоит задать какие-то вопросы, естественно, и самому себе. Ну, например, а могу ли я гордиться тем, как я общаюсь со своим ребенком? Задело бы это мои чувства, если кто-то общался или обращался со мной так, как я со своим ребенком? А если бы я был ребенком, хотел бы я, чтобы у меня был такой родитель, как я? Ну, в принципе, на этом я буду свой вебинар заканчивать. Возможно, информации было очень много, но я думаю, что если желание все-таки перейти на этап взаимодействия эффективного с ребенком, нужно всегда начинать. Да, то есть не стараться, не хотеть, а начинать. И, я думаю, желаемый результат не за горами. Всего хорошего. Ну и вот вопросов от участников я на чате не вижу, поэтому, наверное, будем заканчивать. Всем огромное спасибо, до свидания.